В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Событие, которого ждали. В Сухуми после ремонта открылся центральный выставочный зал. Томаты не выдержали холод. Фирма АВАИ Агро терпит убытки из-за низкого напряжения в сети. Когда спасать? Ежедневная работа. В МЧС подвели итоги года. Сегодня после капитального ремонта в столице был торжественно открыт центральный выставочный зал Союза художников Абхазии. К этому событию была приурочена выставка абхазских художников на премию Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия «Лучший художник года». На выставке побывали и наши корреспонденты. Репортаж Налыкова. Лучший художник года. Премия Министерства культуры, направленная на поддержку и развитие изобразительного искусства. Она присуждается уже более 10 лет подряд. Не случайно в этом году присуждение этой премии совпало с торжественным открытием после капитального ремонта Центрального выставочного зала Союза художников Республики. Здание ЦВЗ в ходе реставрации, которая длилась чуть больше полугода, получило полное техническое переоснащение, необходимое для проведения масштабных экспозиций и реализации различных проектов, что, безусловно, накладывает некую ответственность и будет вдохновлять отечественных художников на создание новых работ. Художника будет подстегивать уровень ремонта. Я не скажу, что в прошлом у нас были качеством хуже работы. Нет, конечно же. Но сегодня вдвойне на нас, на наших плечах лежит этот груз ответственности. Я думаю, что тут и молодые, и люди именитые, я имею в виду именитые состоявшиеся художники, все будут ответственно подходить к своей деятельности и радовать не только сухумчан, но и всех жителей Абхазии своими прекрасными работами. В выставке приняли участие более 50 абхазских художников. Выставленные работы принадлежат к совершенно разным жанрам и направлениям искусства. Под сводами отремонтированного выставочного зала расположились более 200 работ по живописи и графике, образцы декоративно-прикладного искусства и скульптуры. Капитальный ремонт Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии осуществлен в рамках Российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы. В рамках программы было отремонтировано не одно учреждение культуры. Работают театры, музеи, библиотеки. И программа 2015-2016 года позволила нам реализовать два очень важных для нас проекта. Это здание Государственной капеллы, которое находится рядом, и выставочный зал Союза художников. Кроме того, что они сами по себе очень интересные памятники архитектуры, они еще в них находятся и действующие наши творческие коллективы, поэтому для нас это большая радость. Помимо представителей общественности, выставку посетило руководство страны. Президент Рауль Хаджимба поздравил всех собравшихся с таким важным событием в культурной жизни страны, как открытие обновленного выставочного зала. Все мы с нетерпением ждали этого события. У деятелей искусств вновь появилась возможность представлять здесь свои работы, а у зрителей посещать экспозиции в одном из знаковых мест нашей культурной жизни. Символично открытие в один день выставки абхазских художников на присуждение премии Министерства культуры «Лучший художник года» и Центрального выставочного зала Союза художников Абхазии. В ходе выставки были озвучены имена художников, чьи работы в этом году оказались лучшими. 3-го места удостоилась работа Владимира Воба «Дух гор». 2-е место заняла живопись под названием «Ассир Айра» Виссариона Цвижба. Лучшей работой была названа экспозиция Тимура Дзидзария «Абхазский нож». 1-е место – это экспозиция сегодня, которой просто не давали подойти все представители мужского пола. Это Апсу Апизба Тимура Дзидзария. По словам Эльвиры Арсали, уже расписаны мероприятия на год, которые планируется провести уже в отремонтированном выставочном зале. Это и обменные выставки, и экспозиции старинных фотографий, и творческие пленеры. Также в этом году в стенах ЦВЗ будет отмечаться 150-летие первого профессионального абхазского художника Александра Чачпы-Шервашидзе. На Алакове Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.
В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия на 3 февраля зарегистрировано 120 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты и 4 политические партии – Айнар, Амцахар, Народный фронт за справедливость и развитие, Форум народного единства Абхазии. По-прежнему самое большое количество – 7 инициативных групп зарегистрировано в Сухумском избирательном округе номер 4 Северном. А в избирательном округе номер 30 Ктолском и избирательном округе номер 16 Лыхнинском пока зарегистрировано по одной инициативной группе. МИД Абхазии выступил с заявлением в связи с принятием Европарламентом решения об отмене визового режима между Евросоюзом и Грузией. Ранее, комментируя это решение, министр иностранных дел Грузии Джанилидзе заявил, что безвизовый режим будет действовать также для жителей так называемых оккупированных территорий. МИД Абхазии расценивает заявление Джанилидзе как очередную неуклюжую попытку тбилисских властей вовлечь граждан Республики Абхазия в политико-правовое пространство Грузии. В этом году зима в Абхазии выдалась суровая. Выпал снег, температура воздуха понизилась до минусовой отметки. От непредсказуемой погоды пострадало множество хозяйств. Абхазские овощеводы понесли убытки. Так, из-за холодов и недостаточного напряжения в электросети тепличное хозяйство фирмы АВАИ Агро в Пицунде потеряло все саженцы томатов. Размер ущерба подсчитывается. Как это могло произойти и что будет с теплицей дальше, расскажет Нис Фаршба. Увидеть пустые станки, подставки, да и вообще всю огромную территорию мы совсем не ожидали. Буквально недавно здесь были заросли томатов, на которых красовались сочные спелые помидоры. Эти сорта считались одними из лучших. Температура в теплице была приравнена к тропической, плюс 27. Так томат лучше созревал. Пчелы опыляли растения, и это, конечно же, не могло не отразиться на количестве урожая. Первые проблемы, по словам руководителей хозяйства, появились в ноябре. Тогда погибли 30% саженцев. Чтобы спасти оставшиеся томаты, постарались сделать максимально возможное. Дизельное отопление оказалось довольно дорогостоящим способом обогрева. В час сгорало более 500 литров, ведь температура в самой теплице не должна была понизиться. Но и эта мера не помогла. Первую зиму 176 тысяч корней не пережили. Мы почему связываем с электричеством? Ну, если бы на солярке или на другом топливе было, но у нас теплица обогревается электричеством, получается. Из-за этого все связано. Здесь самое важное в теплицах – это тепло, электроснабжение. Вот. Если мы не можем нормально отоплять, обогревать теплицу, получается, что мы теряем, вот как в результате случилось. Сколько бы мы лекарствами не лечили, вот самое главное вот тепло. Если мы тепло не дадим, не имеет значения, сколько мы будем лечить, все равно влажность остается в теплице, мы не можем удалять эту влажность, и получается, мы напрасно боремся с заболеваниями. В самые морозные дни вместо положенной температуры плюс 25 в теплице было лишь 15, а иногда и меньше. Система обогрева помещения и полива не включались из-за низкого напряжения в сети. При начальном инвестировании были какие-то обещания, что будет нормальное электроснабжение, и поэтому вот они решили, именно наши инвесторы, на электричестве остановились как система отопления. Тепличный комплекс по выращиванию томатов АВАИ Агро являлся ярким примером удачного государственно-частного партнерства. На 5 гектарах произрастало около 5 видов томата. Сам тепличный комплекс построен по современным голландским технологиям. Производство полностью автоматизировано. На данный момент теплица расчищена и подготовлена к новым посадкам. Из Польши доставлена минеральная вата, которую используют для выращивания растений на гидропонике. Опять же, тот же сорт, потому что это один из лучших сортов томата, качественный. Опять тот сорт будем сажать. Первый урожай пойдет у нас через 65-70 дней после посадки. Чтобы ситуация не повторилась, инвесторы решились на кардинальные меры. Из Турции привезено оборудование, стабилизирующее напряжение в сети. На заднем дворе предприятия энергетики устанавливают новый трансформатор и бак для сжиженного газа, чтобы в экстренных случаях дополнительно обогревать теплицу. В конце февраля здесь планируют высадить рассаду тех же сортов томата. И через пару месяцев появятся первые плоды. Сказать, когда же начнется запланированное расширение производства, рано. Инвестор не готов вкладываться в бизнес, который пока не приносит доход. Нис Фаршба, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.
О проделанной работе за 2016 год и планах на 2017 проинформировал журналистов на пресс-конференции в Арс-Мира глава администрации Гулыбчского района Аслан Барателия. По его словам, итоги 2016 года неплохие. Доходная часть бюджета Гулыбчского района перевыполнена и составила 104%. Результаты 2016 года говорят о том, что они неплохие. Если говорить в цифрах, из 157 миллионов, запланированных бюджетом, поступило в бюджет Гулыбчского района 164 миллиона. За счет сэкономленных средств в конце прошлого года, 2016 года, это решение не главы администрации района, а решение принято активом района, согласовано с депутатами собрания. Было принято решение выдать 13-ю зарплату. Впервые за 23 года такое происходило. Выдать 13-ю зарплату учителям, врачам и работникам культуры. В итоге у нас получилось выдать эту 13-ю зарплату. Была внесена в это мероприятие ложка дегтя, но экстренным вмешательством Министерства МВД и оперативными их решениями все встало на свои места. И 13-я зарплата выдана практически всем школам, за исключением 4 школ. Причина кроется в том, что деньги все истребованы, находятся в Министерстве МВД. До решения суда мы не можем этими деньгами воспользоваться. Аслан Барателия рассказал о планах и на этот год. По инвестиционной программе запланирована прокладка водопроводных труб от населенного пункта Киласур до поселка Агудзера длиной 12 километров. Ориентировочная стоимость проекта 110 миллионов рублей. Также планируется ввести в эксплуатацию районный детский сад. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Абхазии провели совещание, посвященное годовой отчетности за 2016 год. Об этом материал, подготовленный пресс-службой спасательного ведомства страны. В МЧС республики подвели итоги прошедшего 2016 года. В совещании принял участие вице-премьер Аслан Кабахия, курирующий в правительстве силовые структуры. За прошедший год спасатели совершили 4649 выездов. Пострадавшими зарегистрированы 225 человек, спасены 188 граждан. В очень непростых условиях работают наши спасатели и пожарные, рискуя собственной жизнью при выполнении поставленных задач. Для обычных людей это героизм, а для спасателей это каждодневная работа. В результате чрезвычайных ситуаций в 2016 году погибли 15 человек, 7 при пожаре, 8 утонули. Из 15 погибших 9 граждан Абхазии, 6 граждан зарубежных стран. Обезврежены 280 взрывоопасных предметов. Материальный ущерб от пожаров за прошедший год составил 45 миллионов 972 тысячи рублей. По итогам инспекционных проверок на 728 граждан и юридических лиц республики наложены административные взыскания в виде штрафов на общую сумму 264 500 рублей. В минувшем году немалое внимание было уделено международному сотрудничеству. Наши спасатели не раз принимали участие в международных выставках, учениях и поисково-спасательных операциях. Последним примером такого взаимодействия стали поиски обломков самолета, упавшего в Черное море в декабре 2016 года. Тогда же в конце года сотрудники МЧС доставили гуманитарный груз жителям Донецкой и Луганской народных республик. Особую обеспокоенность у спасателей вызывает все возрастающее число трагедий в горной части Абхазии. В этой связи необходимо существенно ужесточить существующее законодательство по отношению к организаторам туристических маршрутов, о которых в МЧС Абхазии фактически не сообщается. Вице-премьер Аслан Кабахия поддержал данную идею, указав также на важность усиления профилактических мер по недопущению пожаров. Профилактировать надо противопожарные дела, профилактировать надо. У нас огромная армия отдыхающих. Здесь надо взаимодействие и МЧС, и Министерство внутренних дел, и Министерство здравоохранения, всех структур заинтересованных, чтобы мы достойно смогли обслужить первым блоком наше население и наших гостей. Вот. Профилактика должна, понимаешь, заключаться в том, что мы должны издавать буклеты, может быть, для отдыхающих. Каждый человек, который к нам в гости приезжает, он
он должен быть информирован, где и как ему оказывать помощь. В случае чего, если он попадет в нестандартную ситуацию. А те, кто, опять-таки, пренебрегают все правила игры, все наши законы, не должны жестко отказываться. Если штрафные санкции они маленькие, соответственно, надо подумать, это не проблема, это в наших руках, мы будем с инициативой выходить и к президенту, и в кабинет министров, для того, чтобы наши эти санкции были реальными, и тот нарушитель реально на своем, как говорится, по своему карману ощущал, что так поступать никто не будет. Сегодня Министерство по чрезвычайным ситуациям – это то министерство, которое может любой затмиться. По одной простой причине, возвращаясь назад, я об этом говорил, потому что около 200 человек спасенных людей, жизни людей спасенных, это очень серьезно. Потому что у нас в Абхазии, я как-то перед этим останавливаясь, заместитель министра говорил, рождается в течение года около 1000 человек. Представляете, какое количество людей спасается. Аслан Кабахия предложил представить наиболее отличившихся спасателей государственным наградам. Руководство МЧС Абхазии определило приоритетное направление в деятельности ведомства в наступившем году. Разработан план мероприятий. В ближайшее время спасателей ждут очередные учения в условиях, максимально приближенных к чрезвычайным. Расширенный репортаж о работе МЧС Абхазии за 2016 год смотрите в нашей программе сегодня. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадка, в воскресенье местами возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью плюс 2-4, днем плюс 12-14 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.